Так, вроде все пошло. Всем привет. Сегодня мы будем играть в Eternal Evil. Опять у нас злая игра. Это что-то подобие Резидента, только от первого лица. Но там больше уклон, наверное, в шутер, скорее всего. Но там тоже вроде присутствуют загадки. И, и еще что-то. Сейчас будем смотреть, что там вообще, что за игра. Я когда-то давно видела прохождение, кажется. Не помню, конечно, кого. Привет, привет, привет. Но точно не Куплинов это был. Но кто-то играл, я смотрела прохождение. А нет, подождите, я вру, это же игра новая, это же 22-го же года игра. Хотя, может быть, я и в то время видела эту игру. Блин, я не помню уже. В общем, Dead Space продается, оказывается, в этом EA Play. Его можно купить сейчас со скидкой огромной, но эта скидка до 28 марта продлится. Ну, надеюсь, сегодня какой-нибудь будет. Щедрый человек, который денежку подарит. Тогда я эту игру куплю. Если нет, тогда подписку возьму. Тут подписка 300 рублей в месяц. И мы тогда потом эту игру пройдем. Я думаю, мы быстро ее пройдем. Блин, а почему я сразу не додумалась, что она есть в EA Play? Странно, почему вот EA Play работает, а Steam не работает. Как-то прям это... Привет, Эллен. Странно как-то, почему EA Play работает, а Steam не работает. Ну, имеется в виду в Dead Space Remake. Почему я могу купить в EA Play, а в Steam не могу? Странно так. Что за двоякие эти? Ну, я надеюсь, там ничего не будет такого в этой игре. В Eternal Evil. Не буду сидеть гореть. Там, наверное, будет очень страшно. Скорее всего. Посмотрим. Ай, ладно. Давайте, поехали потихонечку. Так, где она? А, вот она. Запускаем. Их. И сейчас не запустится. Так, вроде запускается. Пять минут, да тут пока игра запустится. Ух ты. Russia. Honor Games.
Одним человеком? Ничего себе. Ну, сейчас посмотрим. Ой. А чё это так? Так, включить. Если ваша игра выглядит слишком размыто, отключите данный параметр, нагрузка на видеокарту возрастет. Ага. Так, все, ладно. Yes. Чуть-чуть потише сделаю. Это слишком громко. Перетаскивать тела. Бесконечные патроны пистолета. Для сохранения потребуется чернила, большой инвентарь со старта игры. Давайте так. Сложный поиск. Отключает подсветку сюжетных предметов, больше исследования и бэктрекинга. Умножает подбираемые патроны и добавляет игроку автомат с бесконечным боезапасом. Не. Реализм. Почему-то реализм не этот. У меня еще тут евро в углу 0. Маркус, это Хэнк. Мне нужна твоя помощь. Что за проблема? Не могу объяснить по телефону, но ни с чем подобным я прежде не сталкивался. Понял, буду у тебя через 3 дня. Спасибо и будь осторожен. Чем-то попахивает Максом Пейном, да? Что-то есть такое. Заставка. Тут, короче, все в кучу собрали, походу. И Макс Пейн, и Resident Evil. Опять зомби. А, вот это я помню, это я видела. Обзор. Подождите, пожалуйста, подождите меня. Типа сэкономили, короче, на анимации. Ну, один человек делал уже. Все-таки. Спасибо, мистер Ричардс, детектив Хэнк Ричардс. У нас нет времени, вы должны идти через кладбище и поля к фермам, там должно быть гораздо меньше этих тварей. Привет, Валер. Оставьте мой автомат себе. Ты не идешь с нами? Нет, нужно найти человека в отеле. Какого человека? Что за человека нам надо найти? Хэнк, Маркус, лес, отель. Ух ты, тут можно еще выбрать. Завершите сценарий Хэнка, сценарий Маркуса запустится автоматически. Завершив оба сценария, вы сможете начать новую игру любым героем. Что это такое? Проверка пуль Q, прицел RMI. Быстрый доступ MMI. Удерживать клавишу Space, чтобы включить лазерное наведение. Мы опять прыгать не умеем. Ладно, сейчас посмотрим, что к чему, что кого.
Ой, какая долгая загрузка. Where are you, Cross? Где ты, Кросс? Look at what you've Смотри, что done, ты you наделал, sick son of a больной bitch. ублюдок. You'll Ты answer for ответишь this. за это. I'll get Я you. найду тебя. О, Господи. Погоди-ка, блин, чувствительность. Не, ну хорошо сделано. Одним человеком-то. С одной стороны. Он какой-то вампир. Зомби-вампир. Сохранение у нас тут в книжке. Череп пропуска. При помощи данного черепа можно пропустить головоломку. Количество черепов меньше, чем количество головоломок в игре. Используйте при крайней необходимости. А сколько у нас патронов? 6. Прикольно. Так, надо еще увеличить. Ой. Постоялец из номера 202 жалуется на шум в стенах, словно что-то падает с тяжелым звуком. Постоялец нашел чей-то зуб и кровь на полу в душевой кабине 201. 15 октября. Сегодня Джон МакКоннелли из 201 номера сообщил о пропаже своей жены, когда та ушла в ванную. Он пошел за ней через 2 часа и никого не обнаружил. Во время разговора из своей подсобки вышел Дэвид и сказал, что разберется с клиентом. Велел мне продолжить работу и увел Джона в его номер. Больше я не видела ни Джона, ни его жену. Мне сказали, что Джон просто перепил, и жена нашлась. Они выехали вне моей смены. Деньги. Для покупки бонусов в экстра меню. Ого, 100 евро. Мне бы щак тоже 100 евро. Привет! Там на ютубе, блин, ник плохо вижу. Так, тут какой-то пароль нужен. А я могу ударять? Ух ты. А, вот. Так, что это? А, это патроны. Да блин, чувствительность такая дурацкая. Игра сделана одним человеком? Да. Я в шоке. Игра, правда, сделана одним человеком, но очень качественно сделана. Сейчас еще, конечно, посмотрим, как дальше что пойдет. Не могу, когда слишком это... До сих пор не верю в происходящее. Не могу, когда слишком чувствительность низкая. Прям вообще. Пока что ничего не понятно. Скелеты такие. Что-нибудь есть? Нету. Прыгать не умеем. Там на пробел что-то это надо. Ой,
блядь, иди в жопу. What? Ой, блядь, ты чё? Ой, это что такое? What the fuck? Захотелось поиграть? Поиграй. Я, конечно, не знаю, сколько она стоит. Мне эту игру подарили. Это что такое? Его одежда его растянулась. Ой-ой-ой, что такое? Это что, это как в первом Резиденте, в ремейке, когда Хотя там вроде, когда убиваешь зомби, они потом со временем превращаются в каких-то вампиров. А это что такое? Это что? Evil Within зеркало? О, потрошки. А, деньги. 50 евро. Смешно. Так, ладно. Понятно. Оружие можно по цифрам менять? Чё не сейчас? Я просто нажала цифру 1. Он такой, не сейчас. ОБС. Нет, нормально. У меня просто второго монитора пока нету, поэтому... Не знаю, не могу это сказать, тупит он или нет, но вроде нормально все. Главное, чтобы стрим сам не лагал. Ой, блин, ты чё? Чё? Привет, привет. Смешно так. А чё эта чувствительность опять какая-то стала? Ладно, короче, все вот так сделаю, все. Потому что невозможно. Хотя нет, я на мышку не нажимала. Ой, блядь! В смысле? Ее дед. Это что было, блин? Игра. Сразу видно, одним человеком сделано. И чё? А. Чё, все заново? Да ладно, хорошо, что я сохранилась. Вы стали дедом. Ну, блин. Серьезно. А у меня там сохранение... управление... А, все. Немного как его? Эй, чел, выбери нож, пожалуйста. Немного так кривоватого. Еще эти текстуры не прогружаются полностью. Так, ладно, это мы читали. Так, деньги мы тут взяли, они уже все, типа, собрались, да? Так,
Мы можем туда еще пойти, а мы шли куда? Вот здесь был чел. Тогда надо его сразу, короче, убить. А, я отсюда пришла. Где был этот чел? Блин, как неудобно. А может как-нибудь можно этот... Побыстрее этот... А, тут же ничего не было. А, вот здесь был чел. Вот. Ой, блин. Ну ты чё? Ой. А, они, походу, когда подпитываются тобой, они потом начинают мутировать. Типа превращаться потом. Ползать вот. Рвать на себе одежду. А как мне надо было... Хилку-то использовать? А тут что? А, тут были деньги. Так, ну ладно. Еще раз сохранимся. Все, я теперь буду часто сохраняться. А откуда патроны? А, я же их нашла же. Так, 3 это что? Вот. 3 это нож. 1 это пистолет. А 2 это что такое? 2 ничего. Ой, блядь! Я могу бегать? Ой, я могу бегать. Жесть. А почему с них ничего не выпадает? Выпадало бы что-нибудь? Так, ладно. Что-то какие-то звуки. Не хочу пока туда идти. Интересно, а он устает? Ну, вроде полоски стамины нет, значит, не устает. Это что такое? Камень воды. Какой-то камень надо. Деньги. Блин, жалко, у них голова не взрывается. Эй. Блин, что-то звук какой-то странный. Кажется, что как будто это... Он сзади. Блядь, в упор попасть не могу. Ку-ку. Спасибо. А где я там зашла, и меня убили сразу? Уши не той стороной. Тут какие-то камни тоже он. Камень жизни. Так и знала. Восемь патронов. Майнкрафт зомби. Точно. Может, я сюда зашла и сдохла? Нет? Ух ты. Так, камень огня, да? Огненный камень.
Камень воды опять. Ой. Чё пугаешь? Интересно, какие тут будут зомби? Ой, зомби. Эти... Я хочу пожаловаться на обслуживание в вашем отеле. Мы с мужем сняли VIP-номер и ожидали особого отношения к нам, но в еде, что нам принесли, оказался клочок волос. Это возмутительно и недопустимо. Вдобавок к этому в номере даже нет ванной комнаты. Чтобы принять душ, мне приходится куда-то ходить. Для снятия стресса мы попросили принести нам что-нибудь послушать, и нашему негодованию не было предела. Когда мы поставили пластинку, вместо музыки услышали крики птицы. Мой муж спустил приличную сумму денег в вашем казино. Прошу вернуть деньги, потраченные за этот номер, и что мой муж проиграл в казино. Джилли Халл, комната 208. Типичные эти клиенты, которым ничего никогда не нравится, и никак им никогда не угодишь. Заперто с другой стороны. Сдохни ты, блин. Да чего вас так много? Ой. Тут играет роль то, что я... Блядь. Блядь. Ой. А, ну вот, видишь, что происходит. Блять, что за херня? Не, я, наверное, долго в эту игру играть не буду. Она еще загружается так долго. Что-то всратость какая-то, слушайте. Может, надо было все-таки с бесконечными патронами? Жопа горения. Да что-то как-то, не знаю, что-то слишком хардкорно, что ли. А, я вспомнила, у кого я это прохождение видела. У Артура Блэка. Он тоже с этой игры хихикал. Она же сейчас сквозь дверь меня укусит. Как в тот раз тот мужик меня укусил. Да, это вампиры. Зомби-вампиры. А у нас серебряные пули. Убить 10 обычных вампиров. Обычных. А есть еще необычные. Очень прочный, может пригодиться. Ладно, немного еще дадим этой игре шанс, но я так думаю, долго мы на ней не задержимся.
Блин. Когда я стреляю очередями... Короче, когда я стреляю, она потом вот так откидывается. Потом я когда еще раз стреляю, в то время, пока она откинулась, то пуля проходит мимо нее. Поэтому надо дожидаться, пока она встанет в позицию после своего откидона. И потом продолжать стрелять. Сохраняшка. Ну, продвинулись куда-то. Так, это А, этот. Ой. Чё не поняла? А куда у меня тот журнал пропал? Зомби-вампиры, я понял, они наслушались готик-рока. А куда делся тот дневник? Странно. Блин, ладно. Жалко, конечно, что эту игру не дорабатывают. Походу, вот он вот сделал и все. Никогда бы не додумалась купить такую игру. Так, сейчас где-то... А, вон. Там. Мы тут умерли, короче. Сколько у нас там патронов? 4 только? А где нам дробовик достать? Тут какая-то загадка с этим. Сюда что-то надо. Ой. Не знаю. Ой. Иди сюда. Молодец. У меня 0. Здравствуйте. А можно мне патроны? Что за монетка? Или что это? Капля. Я надеюсь, вот эти, которые валяются, они не встанут. Вот эти, вот эти. Я думала, тут патроны есть. Нету, что ли? Что-то стены какие-то не прогрузились. Пиксельные стены. Ой, блин, идите в жопу. Давайте, короче, с бесконечными поиграем. А то это что-то вообще хардкорно. Ладно, будем бегать, а то пешком ходить вообще. Так, вот тут мы еще не были. Что здесь? Что, типа save room? Музыка какая-то играет. А, да. Типа save room, короче. Поняли, да?
О, сюда. Сюда. Короче, шоколадка, водичка — это наша хилка, походу. А, пробел переместить в хранилище. Водичку, наверное, будем с собой носить. Что такое С? О. А швырять нельзя? На. Брейк-данс от стола. Прикольно. А я могу еще какие-нибудь брать предметы? О. Что еще? Книжки могу брать. Прикольно. Нуль. Расчленение. Закрыто с другой стороны. Что за звуки? Эй, что такое? Чего у них этот? Рука отходит. На. Да, медленное переключение здесь. Так, ничего нету. Не видно из-под вазы, когда вот она бьется, сразу не замечаешь. Неудобно. Вот, непонятно, есть там, нет, ищешь. Вот. Короче, когда ваза исчезает, значит, там что-то есть. Понятно, да? Нет. О, здорово. Так. Что у вас на ужин? Патроны от дробовика. Это что такое? Это... Ничего себе. Гильза, да, или как называется? О, нифига. Как реалистично. Там, кстати, есть режим реализм. Так, здесь сейврю. Блин, бегал. Бегал бы он все время. Сука. Вон, оказывается.
Блин, зачем я попила? Ну ладно. Какие-то рыцари, мне это не нравится. Синий шар. Ой, ой, блядь! Ой, о, бля, это что такое? What the fuck? Ты чё, блядь? Ахуа, бля. 80%, бля. Ты чё, бля? А, бля. Я сначала думала, что за хрень, а это, оказывается, скорпион. Бля, один патрон остался. Ой, блядь, я думала, что за хрень. А это этот. А как он это? Он один тут, надеюсь? Больше нету никаких? Смотрите, как живой. Как живой, ну, сука, не живой. Трясется еще всяко разно. Есть патроны? О, спасибо. Спасибо за водичку. Ой, жесть. Все, что ли? Тут только водичка и все. Блин, он не приседает. Сюда надо, походу, что-то поставить, да? Может быть, и что-то откроется. Загадка, короче, какая-то, наверное. Кровавый камень, все понятно. Вот она улетела. Она должна была тут стоять. Да? Ладно. Ничего тут нету больше. Блин. Напугала. Как вообще? Ой. Так. Ты чё дергаешься? Так. Тут закрыто с другой стороны. Где эти камни искать? Камень воды, там камень того-сего.
Блядь. Блядь, серьезно. Патроны закончились, прикиньте. Что там, что там? Быстрее. А, вот, оказывается, были, блин. Вот. Поэтому не надо никогда паниковать. Я еще последний патрон от дробовика прям мимо. Пойду-ка я, знаете что, сохранюсь, наверное. От греха подальше. Нафиг мне это не надо вообще. Ой. Да и ладно. Не там сохранилось. Так, сюда не надо. А, вот здесь меня убили. Закрыто с другой стороны. Хорошо. Блин, звук странный вообще. Кого-то сзади кто-то. Да блять. Пять патронов. Уа-а-а. А, это ты говоришь? Я думала, он на японском заговорил. 16 февраля 2001. Согласно тому, что мне удалось узнать, гены вампира, содержащие в красной воде, способны приумножать характеристики любого организма и даже модифицировать его. И, судя по всему, вампиры не чурались этого... чего? Два. Создавали крайне опасных боевых существ. Два. И создавали крайне опасных боевых существ. Мне бы не помешала армия таких тварей для собственной безопасности. 3 апреля 2001. В моих террариумах находятся сотни животных и насекомых разных видов, от муравьев до змей и летучих мышей. Боюсь, у меня не хватит красной воды для всех них. Придется ее сильно разбавлять. 19 июня 2001. Это катастрофа. Практически все мои животные погибли. Я не пойму, как такое могло произойти и почему некоторые из них выжили. Мне нужно проанализировать все свои записи, включая кассеты. 22 июня. Кажется, я разобрался, в чем может быть дело. Погибли и те животные, которые получали разбавленную красную воду. Видимо, есть точка насыщения, ниже которой красная вода лишь убивает. В дальнейшем лучше будет сфокусироваться на нескольких экземплярах, чем потерять всех разом. 30 июня. Похоже, у меня начало получаться. Один из скорпионов, что я привез из Китая, стал заметно крупнее и агрессивнее. Он съел трупы своих братьев. Отныне я буду называть его Арах. Мне нужно быть поаккуратнее с другими животными. Я не знаю, поддаются ли они дрессировке. 18 июля. Арах стал слишком большим для своего террариума. Мне нужно было его переместить. Я боялся, что он может на меня напасть. Но, к моему удивлению, он был спокойный, даже слушался моих команд. Похоже, его интеллект также повысился. Сброшенный Арахом экзоскелет оказался довольно прочным. Уверен, когда новый экзоскелет затвердеет, он будет пуленепробиваем. Единственным уязвимым местом будет голова. Жаль, что у меня не получилось создать хотя бы 10 арахов. Да, блин, спасибо. 10 арахов.
своими арахами, блин. Хлоя, найди синий бильярдный шар. Он крупнее, чем обычный шар для пула. Принеси его ко мне в охотничий кабинет и верни на место компас, в комнату отдыха. Макет. Так, походу, наверное, этот макет пригодится, чтобы поменять местами, наверное, с каким-то настоящим оружием. Сильный живет на севере, ярость на северо-западе, великий на юге. А, нужен компас. Жесткая подсказка. А это что? Для пропуска найдите все документы и предметы головоломки. Вот походу отсюда выбрался этот скорпион. Их походу 2, да? Ясно. Так, интересно, насколько повышает вода? В чем разница? Точнее, ну да, в чем разница? Макет. Что-то почему-то графика как-то странно. Может быть, это... Вот, дальность обзора, может быть... А, нет. Странно как-то. Ну ладно, пусть. Пофиг. Круглое углубление. Что-то как будто кто-то крыльями махал или что это было, я не знаю. Тут, походу, пол провалится, да? Или чё ли? Ой, не то. О, магнум. Записка. Не поднимается. Так, походу еще с той стороны, наверное, можно залезть. Ну что ты вот не можешь через диван перепрыгнуть? Это прям такое страшное препятствие. Такой мужик мужиком и не может диван перепрыгнуть. Сильно, наверное, наступать не буду, а то провалюсь. А, вот сейчас можно будет, наверное, попасть на ту сторону. Так, тихо. Не надо мне тут светом пугать. Чё так это? Ничего не вижу. Ложка. Ой, блядь. Ой, пошел в жопу.
Ясно. Ой, 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 успокойся. Фу, блин. А, нет. А, что есть? Блять, патроны закончились. Ой, иди в жопу, короче. Вот кто это шевелился. Это он шевелится. Поэтому я же говорю, кто-то это дергается где-то. Ну, жестко слышно, как ходит. А, мы же вниз не ходили, кстати. А, ясно. Ой. Ты чё, блядь? А, умер. О. Что это такое? Деньги, что ли, были? А, ключи. А что за ключи? От чего? Жестко паук ходит там. Огненный камень нужен. Опять же, везде какие-то камни нужны. Где эти камни?
стрелочка какая-то. Че, попробуем этого паука прибить дробовиком. Так, а где он был, паучар этот? Ой, блядь! Ты чё? А может, туда не надо идти? Чё, где он? На. Сука. Иди сюда. Сволочь. Сейчас я буду издеваться над тобой. Падай. Падай, тварь. Так плохо видно. Ничего нету. Так, тут вроде тоже ничего не... А. Патроны. Нет. О. Какой-то диск. Крик чайки. А. Крик чайки. Так, все вроде бы. О! А чё я сразу не заметила? Так, короче, сюда нужен компас. Это, наверное, положим. Это положим. Хотя не. Батончик пусть будет на всякий случай. Так, надо, короче, найти типа проигрывателя, да, чтобы эту пластинку включить. Закрыто с другой стороны. Я, наверное, забуду про этого паука и потом обосрусь его, когда увижу.
Так, теперь куда? Ладно, пусть пока стоит. А, вот здесь надо было сюда. Да, вот. Ой, блядь. What the fuck? Так, а здесь не надо ставить нигде? Вроде нет. Ой, ёлки. Что ж так это-то, блин? О, касцена. Ты живой? Кто ты? Детектив Хэнк Ричардс. Я ищу Говарда Кросса, владельца отеля. Как тебе удалось выжить? Дэвид сказал, я буду здесь в безопасности, и дал немного патронов. Дэвид? Он был администратором, но пропал пару дней назад. Сказал, что ему надо кое-что забрать и вернется за мной. Я схожу с ума от всех этих криков и рычаний. Ты знаешь, где Кросс? Нет, видела его всего пару раз за все время работы. Чем ты занималась? Приводила людей в отель и развлекала. Короче, путана. Не встретил ни одного довольного здесь. Я больше не могу здесь находиться. У меня нет еды, и я не могу сейчас вывести тебя, но если будешь красться, то они тебя не заметят. Направляйся к фермам, там выжившие. Мне страшно, но нет выбора. Удачи! Ура, камень. Возможно, переезд в этот город был ошибкой. Я думала, что небольшие города более спокойные, но этот город такой же, как и мой родной Саксон, если не хуже. Несмотря на это, я не могу вернуться назад. К тому же тут за мной приглядывает Джаред, а там меня ждет. Лучше об этом даже не думать. 2 февраля. Уже больше месяца я работаю в недавно открывшемся отеле. Джаред сказал, что тут мне будут больше платить и будет своя комната, в которой я буду жить. Главное это слушаться мистера Кросса и не задавать лишних вопросов. Хоть это место не намного лучше старого общежития, некоторые вещи здесь вызывают эти самые вопросы. Я привыкла провожать клиента и видеть, как он уходит. Тут мне сказали, что после моей работы я оставляла клиента одного в номере. За время работы в отеле я ни разу не видела, как кто-то из моих клиентов уходил или возвращался второй раз ко мне. Еще время от времени тут слышен грохот, будто что-то тяжелое сбрасывает по мусоропроводу. Может, это потому, что в отеле еще идет строительство? Только в этой части отеля работы не ведутся. Если не обращать на эти вещи внимания, то кажется, что моя жизнь начала налаживаться. 1 сентября. Дэвид пообещал мне, что мы вместе сбежим из этого отеля, переедем в другой город, и он будет обо мне заботиться. Он такой глупый и наивный, думает, что где-то там будет лучше. Я тоже так когда-то думала, но никто не может уйти от своей судьбы. Дэвид же так не считает. Он сказал, что он делал плохие вещи, но теперь он постарается исправиться.
и искупить свою вину, не зная, что он имел в виду под этим. 15 сентября. Не знаю, как описать происходящий вокруг кошмар, будто оказалась в доме ужасов. Я пыталась сбежать из отеля, но увидела в коридоре змею. Чертову огромную змею, она погналась за мной. Я успела сбежать в свою комнату и закрыть дверь. Я постоянно слышу чьи-то шаги под дверью. Дэвид оставил мне пистолет. Я не знаю, что с ним делать. Уже много раз думала пустить пулю себе в голову и покончить с этим, ведь выхода все равно нет. Но что-то меня останавливает. Моя жизнь не была медом, но, черт побери, мне хочется жить. Может, этот идиот Дэвид на меня так повлиял, что я стала верить в лучшее будущее для себя. Мне нужно перетерпеть этот кошмар и верить, что каким-то образом выход обязательно найдется. Да, конечно. А через окно нельзя было как-то выйти, не знаю, там. Или там очень высоко, что прям это расшибешься. Так, у нас есть ключ. Камень воды. Ой, как называется? Ключ воды. Так, все. Ничего нету больше здесь. Вроде бы нет. Что это? Не дверь? Смотри-ка ты. Кто-то за нами подсматривает, наверное. Так. Что это на кровати, я не понимаю. Оно мертвое? Оно же не это, не то самое. Не мутирует, не восстанет. Оу май. С появлением ребенка наши чувства с Линдой стали другими. Она будто охладела. Просто сейчас очень тяжело, но мы справимся. Линда постоянно чем-то недовольна. Я уже не знаю, чем ей угодить. Не представляю, откуда у нее столько сил, чтобы кричать. Я очень зол на нее. Работаю с утра до ночи на благо семьи, но ей все мало. Полтора года, словно в аду, моя идеальная невеста вдруг обратилась демонессой, которой любить все труднее, ссоры каждый день. Порой она настолько выводит меня, что хочется ее ударить. Стараюсь отогнать эти мысли, ведь я люблю ее, но сдерживаться очень тяжело. Однажды я толкнул ее не очень сильно, но она вроде успокоилась. Но ненадолго. Боюсь, когда-нибудь она сведет меня с ума, и мои нервы не выдержат. Я просто потеряю контроль. Я пожалел, что женился. Боже, что же я наделал? Я убил ее, убил свою жену. Мы в очередной раз начали ссориться. Я взял нам VIP номер, но и там она была неспокойна и стала упрекать меня во всех смертных грехах. Я не выдержал и ударил ее. От этого у нее появилось рассечение и потекла кровь. Почувствовав запах крови, я словно озверел, и моя ярость вышла за пределы допустимого. Я начал избивать ее еще сильнее, пока она не потеряла сознание. Потом я отключился. Когда пришел в себя, она была мертва.
Сейчас я пишу это рядом с ее трупом и не знаю, что мне делать. По правде сказать, я не очень-то расстроена. Она причинила мне столько душевной боли, я даже получил удовольствие. Видимо, я монстр, и этот город, как же есть хочется. Почему-то в голову лезут странные мысли. Я даже не могу писать этого, но труп моей жены выглядит очень аппетитно. Боже, что со мной? Я псих, сумасшедший? Я боюсь выйти из номера, но мне становится плохо. Кажется, я чем-то болен, и труп жены так приятно пахнет. Я слышал, что трупный запах должен быть отвратный, но это не так. Приятно. А, он ее, короче, съел. Половину ее туши съел. Да что за звуки? Вот кто-то топает. Странно так. Короче, надо... Дверь с синей фиговиной надо. А где меня убили тогда? Блять, опять кажется, что как будто кто-то сзади ходит. Дурацкий звук здесь. Че сидишь? Ой, ой, ё! Женщина, прикройтесь. Да сдохни ты, блин. Спасибо. Я чихала, что ли? Можно открыть простой замок. Кажется, я устал от этого отеля и громких соседей, хотя я провел в нем всего, наверное, навсего 3 дня. Люди со стенкой очень сильно действуют мне на нервы, я уже ходил к ним разбираться. Мы лишь покричали друг на друга через дверь. Администрация отеля сказала, что обязательно разберется с этим. Но что они могут сделать? Этот человек неадекватен. Только что были очень странные звуки. Мои соседи зашли в душ, я слышал, как они там шумели, потом затихли, после чего оттуда раздался грохот, будто что-то тяжелое и большое падало по трубе вниз. Я прислушивался полчаса, так ничего и не услышал из той комнаты. Кажется, мое желание сбылось. Да что это за звук? Кто там шуршит? О! Тайный проход, что ли? Что там такое? О! О! Чего? А, веревка. А, все, я. Окей.
Блин, все время какие-то звуки. Зажигалка. Диск. О, блин. Я никак не могу собраться с мыслями, что вчера произошло. Никто мне не поверит, но я должен все записать. Когда я оплакивал тело Эмили, дома в дверь постучались. Я думал, это опять полиция со своими допросами. Но когда я открыл дверь, передо мной стояли двое громил. Я настолько опешил, от их вида, что не смог им возразить, когда они зашли ко мне домой и тут же пошли к гробу. Я пошел за ними в зал. Они стояли над телом Эмили, как один из них произнес: «Говард Кросс, на что вы готовы пойти, чтобы вернуть свою дочь? Я не знал, что ответить, я готов был на что угодно, но ее уже не вернуть, так что какой смысл в этом разговоре? Если вы будете с нами сотрудничать, мы вернем вам Эмили. Откуда они знают ее имя? Должно быть, прочитали в газете. Кто вы такие? Прошу вас оставить меня наедине». Только в этот момент я заметил, как из руки одного из них текла кровь и капала прямо в рот Эмили. Какого черта тут творится? Я вызову спокойно, хуже ей уже не станет. Наберитесь терпения. Мое сердце дико билось, какое-то время ничего не происходило. Что они хотят от меня? Как? Вдруг Эмили открыла глаза, она поднялась, посмотрела на меня. Я думал, что мне все это снится. Я хотела обнять ее, я сделала шаг к ней и успела лишь произнести «Эм!». Как она вдруг бросилась на меня с диким рычанием, я отскочил назад и упал. Она пыталась достать меня своими когтями, у нее был бешеный взгляд. Я поднял свой взор и увидел, как один из гостей поставил свою ногу на Эмили, придавив ее к полу, чтобы она не смогла меня достать. «Что вы с ней сделали?» Все происходящее казалось кошмаром. «Мы вернули твою дочь к жизни, Говард». Я сказала, что это не моя дочь, это был какой-то бес. Если ты будешь делать то, что мы скажем тебе, то твоя дочь обретет свое сознание. Я согласился помочь им, иначе бы я снова потерял свою дочь и, скорее всего, свою жизнь. 20 октября. Работа над отелем идет быстрее, чем я ожидал, но снова пора менять подрядчиков, иначе они могут заподозрить что-то неладное в том, как спроектирован отель. Возможно, стоит нанять кого-то из Даксбурга в этот раз. 19 февраля. Снова заходили полицейские и спрашивали о пропавших людях. Как же они мне надоели. Они отпугивают посетителей. Надо напомнить начальнику полиции о нашем договоре, чтобы он держал своих ищеек подальше от моего отеля. А можно еще больше записки, пожалуйста? Что-то маловато. Так, и чё? И чё? Надо, наверное, что-то сжечь, да, походу? Ой. Короче, готовый к розжику этот. Я не могу проникнуться. Вот. Я не знаю, где мой птенец. Я прячу свою пищу. Меня хотят услышать заблудшие моряки. Ураган мне не препятствие. Так, сытое пламя обогреет дом птицы. Услышав голоса 4 видов, защитник покинет свой пост. Каких еще 4 видов? Кого, чего, бля? Ничего не понимаю. Может быть, это вытащить? А тут что? Что надо делать?
А, вот на нее что-то можно записать. Вот. А что записать? Она записывает или что? С этим можно записать звук на пластинку. Какой звук? Зачем так пугать? Продолжайте. Блять. Шинмон, спасибо за 1000 рублей. Здорово. Привет, привет. Напугал, блин, капец. Такая тишина была, я обосралась. Сытое пламя обогреет дом птицы. Типа надо, короче, что-то там... Сжечь надо что-то в камине. Может, пластинку сжечь? Как мне игра? Ну, пока... я бы сказала... 6 из 10, наверное. Потому что тут немножко как-то все кривовато, но в плане в целом нормально. О, волки лежат. Я пока не понимаю, что с этой загадкой делать. Тут надо, короче, что-то записать. Да, еще, да, еще много текста. Вот это вот вообще сейчас такая, это была прям поэма длинная. А я вот сейчас была этим Эминемом. Прочитала все быстро. Что с этой загадкой делать? Ладно, я пока вот эти пластинки здесь оставлю, пусть лежат. Пойду... Что я хотела? Открою следующие двери, наверное, с камнем воды. Все забыл. А чел, который эту игру сделал, он ей уже больше не занимается, да, потому что она настолько сыро выглядит. Она же с какого года? 22-го уже года вроде. А где еще была синяя камень? Так, здесь... Может, здесь... А, нет. Какой-то механизм. Так, ладно. Так, там огненный камень. Огненный тоже.
Так, а здесь какое интересно? О, мы вроде здесь были, да, мы здесь были. Тут сисечная женщина. Тут вроде не было. Я боюсь, какие здесь будут боссы. Так, тут вроде с другой стороны закрыто, да. А здесь что? Так, здесь огненный камень опять. Эй, а чё? Ну ладно. Да что это за вазы какие-то? Типа эти вазы заспавнились, и они теперь не... Это, да? Не тронуть их никак. Ой. Тут еще переключение между оружием очень долгое, утомительное. Пока он там переключит, пока то все. Кибербуллинг. А здесь что было? Я сюда вроде не ходила, да? Нет, кажется, не ходила. А, нет, тут женщина лежит. Подожди-ка. Сейчас посмотрю. А, не, я тут была, да. Ой. Дверь странно открылась. Ладно. Дурацкие звуки. А где еще синяя есть дверь? А? Блин, там надо было в инвентаре взять веревку. Ладно, сейчас. Может быть, еще найдем синюю дверь. Тут нету. Хорошо, что он не задыхается через каждую эту. Dead Out. А, да, ты хотел... Не, я не хочу в это играть. Да, там страшно. Вот, веревка нам нужна. Я хочу сейчас Dead Space приобрести. Ты мне помог приобрести Dead Space. Он в этом в EA Play сейчас продается со скидкой огромной. Мощная такая скидка на него сейчас. Так, здесь мы были уже. Да, мы здесь были. Там, короче, какой-то тоже камень непонятный, не помню какой. А где выход? А, вот. За сколько? За 1400. А стоил 3 с чем-то. Эта скидка, короче, до 28 марта продлится. Поэтому я ее куплю срочно, прям срочно. Может быть, внизу, может быть, еще синяя дверь. А, вот точно. Ключ больше не потребуется. А, вот все. Теперь nice. Хорошо. Эй! Чего я сюда не могу зайти? Нету тут никого, надеюсь. Тут на полу это лежат. Ауф. Жесть. Батончик.
что это значит. Какая-то отсылка к резиденту или что это? И чё? А. О. Ага. Так, все. Блять. Да что такое, елка? Издеваются, блин. $500. Спасибо за 500 рублей. Получилось напугать Шинмон. Так, все, ключ больше не потребуется. Теперь идем в этот... 1500 сказала же. А, точно, да. Термо поменяла, а болты в крышку закрутить забыла. Ну, бывает. Кстати, вот, если бы зажмотилась бы брать игру, то можно было бы еще купить подписку. Но так как я часто слишком не играю в EA Play, то лучше сразу туда купить просто игру и все, не париться. Сохраняюсь вообще, где-то попало там. Так, куда нам надо вставить компас? Где была эта загадка такая? Так что лучше сразу игру купить, и пусть она лежит. Правда же? Чем вот эта подписка. А то потом подписка это пройдет. А, вот тут пройдет и все. Так, и чё? И что это значит? Блин, это как в 15-м резиденте. Ой, в 15... Это как в первом резиденте, да? Ремейк. Тоже с бильярдным этим была связана загадка. Dead Space тоже не помню, в чем песня. Просто услышала песню. Сильный живет на севере, ярость на северо-западе, великий на юге. А, тут надо положить, да? А кто у нас сильный? 7, что ли? Бильярдный шар крупнее, чем обычный. Шар с номером 2, шар с номером 7. А это что, великий, типа? Пришел тупить. Сильный живет на севере, ярость на северо-западе, великий на юге. Что значит сильный, ярость, великий? Чего?
Так, а у нас компас куда показывает вообще? Север, получается. West — это запад, да? Блин, я не знаю, я не понимаю вот эти вот компасы всякие. Запад, север, восток, юг. Так, наверное? Запад, север, восток, юг. Нет? В стене. 6, 3. Что-то цифры какие-то. Вэу, вэу, вэу. 2, 7, 4. Да, вроде нет ничего такого. Ой, какая текстура. Да, нет, вроде в стене ничего нет. Не, вот здесь надо в эти в проемы, короче, бильярдные штуки вот этой вставить шары. Шары что-то значат. Наверное, вот это значит ярость. Не знаю почему, потому что красный, наверное. Сильный. Двойка — это, наверное, сильный. А шестерка — это великий, наверное. Сильный какой животный? А, точно. Рано помирать, ты еще в 5-й Симс не сыграла. В 5-й Симс? Он что, вышел, что ли? Точно. Двойка. Или подожди. Нет, семерка. Кто сильный? А, точно. Мне кажется, медведь сильнее. Нет? А великий, наверное, лев великий. Выйдет, когда выйдет. Короче, 2, 7, 6. Так, ну-ка. Сильный живет на севере. Значит, наверное, это лось на севере живет. Ярость на северо-западе. Наверное, это... Наверное, это мишка живет на северо-западе. А на юге живет пантера. Еще неизвестно. Это тетка лев. Львица. Ну да, это львица, скорее всего. Короче, мне кажется, на севере живет лось, на северо-западе медведь, а на юге живет львица. И где здесь северо-запад, где здесь юг, где здесь север? А? Где? Вот Норд вроде как... Блин. Норд — это север же вроде, да? Уэст — это...
Юг вроде. Ага. Может быть, сюда. Так, юг это у нас двойка. Север это у нас шестерка. Северо-запад семерка. Нет, не сработало? Нет. Неправильно, походу, да? Нет, неправильно. Так, ладно, сейчас. Блин, ну что? Короче, я сейчас полезу в этот компас. Север, запад, восток, юг. Юг это за... Ага. Все, я поняла. Так, короче, север правильно здесь. Юг вот здесь. Так, северо-запад вот здесь, кажется. Нет. Потом как-нибудь сделаю, он моется. Великий на юге. А чё тогда? Пантера не великая, что ли? Ой, львица. Может, семерка? Сюда шестерка. Ой, почему сюда? Нет. Яростная мать, наверное. Сейчас посмотрим. У кота 4 состояния: жрет, срет, спит, моется, орет. Жрет, спит, орет, моется. Срет. Я сказала срет, да, сразу? Ярость на северо-западе. Значит, сюда двойка. Сильный мишка. И юг лось. Рил. Фу, блин. Тихо. Я вспомнила одну игру, там тоже так же этот
рука торчала в стене. Ну, не костлявая была, она такая трупная, засохшая. Я помню, этот момент меня очень сильно в детстве напугал. Так, зеленая, значит, жизни. Этот. Там нет, получается. Жесткие. Да, ты был прав, что львица — это ярость. Ой, блядь, сука! Да, блядь, я не сдохну! Тварь! Нет! Помогите! Где? Где инвентарь? Инвентарь. Шоколадка. Хочу шоколадку. Ух. Тебе нельзя в эту игру играть. Так. Поехали. Жизнь. Там вроде каменный огненный. Так. Здесь у нас получается сейврум. Здесь что было? Здесь был скорпион. А там был... Что за дверь была? Он тут до сих пор висит. Он уже как-то выпрямился. Окаменел, что ли? А чё ты? Ты чё? Ты все, что ли? Ты чё? Все? Он просто так смешно дергался, а сейчас все. Тельце. Здесь кровавый камень. Ладно. Так. Ой. Ой. Нет, там огненный камень, там кровавый камень. Так, вот здесь... Здесь уже все вроде Чё она дергается? Вот тут нужна веревка, кстати. Что за звуки? С другой стороны. Вот тут жизнь. Здравствуйте. Магнум. Мое имя Дэвид. Это запись. Откровение и улика против Говарда Кросса, хозяина отеля. Ради денег я помогал Говарду похищать людей, я не знаю, что он с ними делал. Моя задача была лишь в том, чтобы отвечать за похищение людей из их номеров. Сидя в своей комнате с лежением под лестницей у холла, я наблюдал в камеры за людьми и дожидался, пока они пойдут в душ. Далее я просто нажимал кнопку, и человек падал вниз по трубам. Что происходило дальше, я не знал. В какой-то момент я начал активно следить за Говардом и заметил, что он часто куда-то пропадает в отеле, хотя не покидает его. Оказалось, у него есть секретное место, что открывается жемчужиной для статуи на 3-м этаже. Мне удалось пробраться туда и найти там ужасающие подробности того, чем мы занимаемся.
Я не лучший человек и готов на многое ради денег, но уж точно не на апокалипсис. У меня нет времени на то, чтобы описать все ужасы, что мне открылись. Сейчас я выкрал какую-то странную черную книгу из этой комнаты. Я не знаю, для чего она, но это определенно что-то очень важное. Пароль от комнаты видеонаблюдения 1451. Ой, простите. А я боюсь высоты и боюсь огромных этих... Как это называется? Ну, там, например, большие эти огромные статуи, там прям огромные такие. Если бы монстры огромные существовали в реальности, вот как в играх, я бы, наверное, умерла от этого, от своей фобии. Началась бы паника, тревога и все такое. Что такое? Что такое? А вы не могли сразу предупредить? Я бы подготовилась как-нибудь. О. Ты чё такой косой? Попадать будем сегодня, нет? А. Нет, не человекоподобных, а просто боюсь огромные эти всякие там. Мне, например, не нравятся еще высокие потолки, слишком прям такие высокие, как вот во дворцах там. Так, сейчас будет жопа. Приготовьтесь. Чё, сколько их там было? Насчитали? Блин. Так, где у нас еще была такая дверь? Комната жизни. Во. А, ну с одного этого, ладно. Проще. Left 4 Dead кто-то играет. Я слышу, как хрустят твои косточки. Иди сюда. Да что со звуком? Чё со звуком, блядь? Вокруг да около где-то ходит, блин.
Чё? С чердака спущена веревка, нужно проверить это окно. Какое окно? Так, ладно. И чё, все эти скелеты пропали? Все равно где-то что-то, блин, хрустит, пердит. Дурацкие тут звуки. Эй. А. Так, огненный, понятно. Огненный. Так, а где этот? Может, тут карты есть? Блядь, реально. Это что такое? Чё это такое, блин? Вот это что такое? Так. Куда это, блин? Чао. Так, что ли? Ага. Потом куда? А, вот. Да ёлки. А, вот сюда потом показываю. Так, потом... Сквозь ресторан, короче. Ай, блядь! Сука! Почему холодно? Повиси. А, это я так дергаюсь, что ли? А, это у меня такие звуки дебильные. Вот. Так, так, так. Вот. Блять. Что ж такое-то, не попадаю? Да ты чё не попадаешь-то, ну ёб твою мать?
В упор прям стреляет и сквозь. Как так вообще можно, блин? И чё, я сюда за деньгами только пришла? А, во. Пластинка. Чё еще здесь? Чё еще? Что-то еще должно быть. Если бы у тебя был инсульт, ты бы сейчас ничего бы не писал, наверное. Так, где еще у нас есть? Так, это 3-й этаж, получается. Так, на 4-м этаже есть сейв-рум. Это мы сейчас на 3-м этаже. Так, на 2-м этаже нету зеленого. На 1-м тоже нет. Значит, на 4-м только осталось. Так, а на 4-й нам... А, вот он. Ой, блядь. Здравствуйте. Ой, сиськи трясутся. Nice ass. Вы в порядке? Кто вы? Какая разница, кто я теперь? Я мог бы быть миллионером, университетским профессором или сапожником. Это не имеет никакого смысла уже. Все равно мы все скоро умрем. Мне нужно найти Говарда Кросса. Он стоит за всем этим. Ты считаешь, ты способен остановить это? Никто не способен остановить то, что я видел. Я даже убил скорпионов и пауков. Я должен попытаться. Ради чего бороться? Ты все равно умрешь. Ты что, Dead Inside? Это не имеет значения, умру или нет. Важно не сдаваться. Почему это так важно для тебя? Лучше я умру, пытаясь, чем буду трястись от страха в ожидании смерти, забыв про честь и долг. Долг и честь, пережиток прошлого, пустые слова. Они пусты лишь для таких же, как ты. Забаррикадируйся понадежней. Ты же не встанешь? Магнум? Ура! Ура! Идиот! Все тут только магнум, да? Больше ничего такого. Ой. Записка. Ладья ходит и атакует по горизонтали и вертикали на любое количество клеток. Конь ходит и атакует буквой Г на 4 клетки. Способен перепрыгивать фигуры на пути. Что это нас сейчас будет шахматами обучать? Королева ходит и атакует в любом направлении и на любом количестве клеток. Пешка ходит только вперед на одну клетку, атакует по диагонали. А слон ходит и атакует по диагонали и на любое количество клеток. Король ходит и атакует на одну клетку в любом направлении.
Все что ли? Ты все равно умрешь. И чего? Все? Это все? Тихо. Ой, блядь! Сука, я же говорила, что я обосрусь. Я сама себе этот кинула, блядь. Помните, да, как я этого паука сюда принесла, и потом такая, вот по-любому я его потом обосрусь. Так получилось, блин. Сама себе подлянку сделала, блин. Ой, блин, вообще. Так, тут есть чердак. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, ага. А что вот это такое? Это что это? Я что-то не обратила на это внимания. Ну, что-то он до сих пор вот дергается, а этот скорпион ну, застыл. Так, ага. Герб. Да, что за герб? Что я пропустила? Да, блядь, как неудобно. Почему, когда нажимаешь снова на М, она не переключает? А, это герб, это... загадка. Так, погоди-ка, мы нашли какой-то еще крик орла. Она пустая. Так, и чё? И чё? Не понимаю, как записывать. И чё вот жму, и чё тут как-то это... Ой. Нет, только эту надо. Я не знаю, где мой птенец. Я прячу свою пищу. Меня хотят услышать заблудшие моряки. Ураган мне не препятствие.
То есть... Ну, сюда надо крик чайки. Да. А, я поняла, надо еще, короче, найти птиц. Еще 2 птицы, короче, надо найти. Завтра у меня не выходной. Завтра тоже я работаю. Но я еще сама позвалась, потому что план надо выполнять, там вообще ничего нет. Ну как, есть, просто не хватает. Так, вот здесь что-то надо. Тут я не знаю пока что. Что надо? Что тебе надо? А, тебе жемчужину надо, походу. Так. Чё теперь куда? Пойдем-ка спустимся в ванной. Ой. Ой, в ванной, говорю. В душ. Конкуренты, черт. Что такое? Вот как хорошо, да? Анимацию не надо делать, все рисунками. Блять. Ну давай еще моргай, блин, свет дурацкий. Опять жирная сука попалась. Застряла в трубе, мать ее. Если бы мне не разрешали их насиловать, я бы давно покинула это место. Да им вообще похуй, что я делаю с ними. Главное, чтобы кровь была в них свежей. Не знаю, насколько меня еще хватит. Тут охранять я, конечно, убивал немало людей прежде. Но даже мне уже, сука, тошно от этих тел. Мое хобби превратилось в рутину. Мне уже, блядь, хочется взять перерыв и не трогать никого. Вообще больше не видеть тел без сознания. Нет никакого удовольствия от стольких гребаных тел. Совсем не весело уже, когда не видишь их боли. Понятно. И что это было? Так, вроде все идет, да? Какое-то переподключение было, что ли? Блядь. Я не знаю. Что-то произошло. Что-то с интернетом случилось резко прям. Да, интернет шалит. Так, ну вроде этот идет.
За. Что за... Слишком тихо. Чё, ничего не будет? Тут только змея? Ладно. Да хватит моргать. Дурацкий свет. Так. Короче, мы в подвале, да? Вот это в подземелье каком-то. Так, я читаю книжку, мне не мешайте. Произошедшее тут кажется нереальным, но это все правда. Я не пьян уже 2 года, как я трезв, и ни капли не брал в рот. Вчера, в 14 сентября, приблизительно на 5 часов дня, с людьми начались твориться непонятные вещи. Несколько людей вдруг рухнули на землю. Я попытался помочь одному из них. С его телом творилось что-то странное. Руки будто увеличились. Спустя какое-то время несколько людей поднялись и выглядели очень сонными. Внезапно одна женщина напала на меня, я оттолкнул ее ногой. Потом увидел, как одни люди бросались на других и ели их. Я убежал. Несколько часов я скрывался в подсобке аптеки. Потом по радио сказали идти в отель. Тут я встретил еще несколько выживших, но бешеных оказалось намного больше. Это место совсем небезопасно. Нам пришлось искать укрытие. Так мы оказались в погребе. Мы заблокировали вход в шкафами. Тут никого не было, и, к счастью, была еда, только воды нет. Вместо нее есть вино и прочий алкоголь. Видимо, это моя судьба — умереть пьяным. 15 сентября. Черт, Джуди умерла. Эти чертовы крысы загрызли ее и покусали нас. Мы всю ночь от них отбивались. Их тут должно быть сотни, если не тысячи. Но лучше сражаться с ними, чем с теми монстрами. Оказывается, эти бочки наполнены маслом для ламп. Очень опасно, если такая лампа упадет и начнется пожар. Ни капли в рот, ни сантиметров в жопу, да? Чё, крысы сейчас мутируют? Вы издеваетесь? Крысы сейчас будут нападать, да? Ой, блин. Ты чё, блядь? Бедные крысы. Почему они этот тверкают? Странно так.
Ладно. Что это? Что это значит? А, я думала, можно было поджечь, что ли, этих крыс. Спасибо. Она что, бесконечная? А, блин, можно было в них не стрелять, что ли? Зачем это я делаю, не знаю. Ну ты можешь достать нож или чё? Спасибо. Все, что ли? Ну, пипяу. И что это было? Я что, знала, что ли? А. Ёбаный насрал. Да. Блядь, ты серьезно? Ты сейчас сдохнешь от крыс? Да, уже поздно. Что сейчас говорить-то? Так. Ничего вроде нету. Так, тут вроде с другой стороны. Надо сохраниться, короче.
Да, когда человек делает одну игру, это тяжело, конечно, все вот это вот. Вот это вот, короче, ну вот это, короче. Так, на второй этаж нам надо. Отсюда попадем. Да, правильно. Что-то не нравится мне это место. Напоминает какую-то арену боссовскую. Библиотека, ни хрена она огромная. Так, еще есть вот здесь. Так, мы сюда как попадем? Ну-ка, давайте-ка туда пока схожу. Что-то я не хочу пока в эту библиотеку ходить. Да, и не та кнопка. Так. Лестница, лестница. Дурацко переключается. Со светом тут проблема какая-то еще. Так. А, вот еще и еще вот. Ага. Так, тут какая-то загадка. Что ли? Ой. И что это значит? What? Что это? Я одна слышу эти звуки? Что это? Непонятно. Что-то как будто щелкает, открывается или что? Не знаю, короче, ладно. Привет! Давно не виделись.
Куда пропал? Куда пропал? О! Нужно сюда добавить? Работа, машина, жизнь кипит, короче, да? Ну да, понимаю. У меня тоже. Работа, всякая вот эта фигня жизненная. Да, у меня ничего такого. Стараюсь как можно чаще стримить, не пропадать. А работа, конечно, силы отбирает. Ну, что не сделаешь, зато деньги. Завалил дракош. Так, короче, смотрите, мы сожгли бревно, и получилась сова. Логично, да? Ой, сова, блин, кукушка. Объясняешь кому-нибудь эту головоломку. Короче, берешь бревно, поджигаешь, и там кукушка кричит. Жаль, у тебя Dead Space нету. А вот мне тут кое-что сделали. Помогли, так сказать. И завтра я его куплю. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Ай, блин, что делать? Так, еще получается, мы нашли кукунью. Ждешь? Ну вот, завтра куплю, установим, скачаем и начнем играть потихонечку. А, ну запись-то, конечно, будет на ютубе, если что, если на твиче неудобно будет смотреть на ютубе, можете смотреть. На ютубе тоже будет трансляция, как сейчас вот этой игры. Трансляция. Так. Ладно, я, наверное, пока сюда попозже чуть-чуть вернусь. Я пока не понимаю эту загадку. Не понимаю, что там делать надо. А тут вроде ничего такого не... О, не надо вроде делать, да? Я тоже ко многим стримерам, на которых я подписана, не смотрю в основном, только записи. Потому что, ну, лично у меня нет столько тоже свободного времени, чтобы смотреть прямой эфир. А, вот. Тут уже. Просто цветы. Тут опять какая-то загадка. А, вот, шахматы, ну да. Seems like he really loved his daughter. 27 ноября. Надеюсь, эта ноябрьская поездка в Испанию может нам отвлечься от пережитого кошмара.
только мои стримы смотришь? А больше никого не смотришь? Ты же там вроде кого-то еще смотрел, которые эти фильмы показывают. Нужно меньше думать о том, что произошло с Сарой. Какое-то время, сидя в поезде, Эмили все еще была необщительной. Я не знала, о чем с ней можно поговорить. Вдруг она спросила меня, почему месяцы в году так называются. Я рассказал ей про римский календарь, откуда пошли названия месяцев. Эмили очень внимательно слушала, а потом спросила про названия дней недели и их происхождение. Ее любознательность помогла нам убить пару часов пути. Мы сходили на парад. Кажется, в этот день Эмили впервые улыбнулась со дня смерти ее матери. При этом все равно ощущалась грусть в ее глазах. Нужно еще много времени, чтобы эта грусть прошла. Но это по субботам, и там на Бусти смотрим. Я очень ленив, чтобы следить за кем-то еще. Про что игра? Мы пока сами не понимаем, о чем эта игра. Тут, короче, какие-то зомби-вампиры. Игра что-то наподобие Resident Evil со своими загадками, с элементами шутера. Кстати, заставки очень похожи на этот, как его, из Макс Пейна. Такие комиксообразные, короче, эти картиночки. Аукцион устраиваем, типа еще что будем смотреть. Я, кстати, на Бусти тоже хотела как-то смотреть фильмы там или в какие-то игры играть. Там с модами всякими. Но потом что-то забросила. Потому что нет у меня такой огромной аудитории, которая бы раскошеливалась бы каждый месяц. А то что там, один человек подпишется и все, и что мы там будем вдвоем только сидеть смотреть, что ли? Смотреть, играть. Так что Бусти это так пока просто пусть лежит, там потом пригодится когда-нибудь. Не буду там ничего удалять. Так, что там? Дальше, да? Февраль 23. Прошлогодняя поездка была как глоток свежего воздуха. В этом году мы едем в противоположном направлении. В страну, где чтят память о драконах во время полета. Во время полета Эмили вдруг вспомнила, что это месяц первого римского императора. Ей стало любопытно, как называют месяцы там. Куда мы летим? Гуляя в горах, Эмили укусила гадюка. Местные, глядя на укус, сразу поняли, в чем дело, и помогли нам добраться до больницы. Мне было тяжело смотреть на нее, я готов был на что угодно, лишь бы спасти ее. После поправки Эмили начала читать про змей, а потом и про других опасных животных. Удивительно, но вместо того, чтобы бояться, она увлеклась ими. Даже захотела установить дома террариум. Эти поездки сильно сблизили нас, я постараюсь не забыть о них. 19 мая. Люди этого города недостойны хорошей жизни. Сначала они отобрали у меня мою любовь, Эвелин, за что главные виновники, несмотря на свои усилия избежать наказания, расплатились своими жизнями. Но затем они отобрали у меня мою жизнь, мою дочь Эмили. У меня ничего не осталось в этом проклятом мире. Зло правит этим миром, и это зло живет в людях. Они убивают своих же соседей по самым ничтожным причинам. Коррупция управляет теми, в чьих руках находится власть. Это общество прогнило. Уже не важно, кто конкретно убил Эмили. Они все виноваты в этом, и они все понесут за это наказание. Похоже на нашу жизнь. 16 июля. Наша миссия ближется к завершению. Сефар доволен проделанной мною работой. Он сообщил мне имя того, кто убил Эмили. Детектив Хэнк Ричардс. Я должен был догадаться, это объясняет, почему так долго полиция не может найти убийцу моей дочери.
Сефар пообещал доставить мне Ричарда живым или мертвым. От этих слов у Сефара загорелись глаза. Кажется, что даже кольцо на его указательном пальце блеснуло от жажды крови и расправы. Я заставлю этого детектива страдать. Он почувствует ту боль, что чувствовал я. Если бы не он, все было бы иначе. Господи, как же много здесь текста. Почему так долго не было стрима? Ну, я работала и как-то как-то не до стримов было. Благодарим за индивидуальный заказ. Бедная устала читать. Ну, конечно, блин. Чё так много букв? Благодарим за индивидуальный заказ Safe Globus. Металл сейфа покрыт тонким слоем дерева. Желаем приятного и длительного пользования. Инструкция к сейфу Глобусу. Замок сейфа спроектирован на основе крутящегося механизма стандартного сейфа, но вместо цифр не пользуются страны. А у меня сегодня последний день отпуска. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Почему так часто пропадаешь? Странно совмещается с месяцами вокруг глобуса. Громкий сигнал запускает комбинацию и также является сбросом неверного пароля. Осуществляется посредством нескольких поворотов глобуса на 360 градусов до громкого четкого звука. Это был сброс. После сигнала поворачивайте до нужной стороны по часовой стрелке, далее против до следующей стороны и снова по часовой на 360 градусов. Господи, что так сложно-то? Маркус, ты слышишь меня? Да, скоро буду в городе. Планы изменились. Проберись в полицейский участок. Найди дело Говарда Кросса, которое я вел. Мне нужно доказательство того, что я не причастен к убийству дочери Кросса. Эмили, кажется, ее смерть — это причина тому, что происходит. Это что за Дракула? Понял, я постараюсь. Конец связи. Ё-моё, так устала перенастраивать половину компа. Удали эту игру. Хорошо. Прям сейчас сделаю это. Да, это загадка про глобус. Тут еще шахматы стоят, наверное. С шахматами еще можно что-то. Красный дракон, также известный как огненный дракон, в китайской культуре имеет символическое значение бога огня. И что? Не собираюсь играть сейчас. А когда? Я думала, тут с шахматами надо еще взаимодействовать. Нет, что ли? Нет. Нет. Что это получается? Это Дракула или что там такое? Это босс, наверное, наш, да? Он стоял тут, подслушивал. Так, надо, короче, к этому идти. Глобусу. Так. Чё там? Так, кто там лежит? Это лежит твоя совесть. Так. Инструкция к сейфу. Замок спроектирован на основе крутящегося механизма стандартного сейфа, но вместо цифр используются страны на глобусе. Страны совмещаются с месяцами вокруг глобуса. Ноябрь, август, 360.
А ты что думала, в сказку попала? Так, ноябрь, август, господи. Так, что у нас здесь было? Страны совмещаются с месяцами вокруг глобуса. Так, ладно. Я не понимаю. Ноябрь, август. Чё? Надеюсь, это ноябрьская поездка в Испанию. Испания. Ага. Так, именно вот это та-та. Прошлогодняя поездка была как будто все же. В этом году мы едем в противоположном направлении, в страну, где чтят память о драконах. Красный дракон, также известный как огненный дракон, в китайской культуре имеет символическое значение бога огня. Китай. Испания, Китай, получается. Так. Значит, Испания, Китай. Ой. Видали, да. Видали вообще. Ой, блядь, что такое, блядь? What the fuck? Это что за хрень? Жесть. Блядь, ты чё? Где я там, блядь, сохранилась?
опять все заново, блядь. Так, погоди-ка. Сюда. Потом сюда. Вот. Must be Howard's office. Seems like he really loved his daughter. Marcus, can you hear me? Пиздец, блядь. Чё за трэш? Все? Ничего нету? О. Как хорошо, когда ты умираешь. Так, ладно, сейчас. Сейчас сохранюсь, чтобы там по 1000 миллионов раз не подбирать вещи. Ну, капец. Фу, так, ладно, поехали. Ой, бля, это... Ты чё сквозь стену-то, урод? Гнида. О, лазерный прицел, блядь. Он чё, блядь, бессмертный? Он же должен умереть. Страшнее моих. Ну ты скажешь тоже.
Ебать, ты чё, блядь? Все, закончились. Я не знаю. Может, от него просто как-то убежать надо? Чё? Чё это было сейчас? Так, тут уже использовали мы. Так, ладно. По 300 раз сейчас хотя бы не будем делать. Ой, не та дверь. Так, и что делать? А если магнумом? Давайте магнумом попробуем. Я не боюсь, я просто думаю, как его убить. Магнум вообще вещь. О, сука. Сохраняемся обязательно. Так, что мы взяли? Мы взяли эту... Крик вороны. Так, окей. Где у нас там была эта загадка? Я не помню. Что, притворяется, что ли? Так, погоди-ка. Так, надо вспомнить, где была эта загадка.
Что-то эти мне не нравятся скелеты. Они потом восстанут, походу. У нас еще есть желтый ключ. Блин, где было это? Я забыла. Их так много. Не зря они тут лежат. Ох, не зря. Да ёлки. А, вот тут, походу, да. Смотри-ка ты. Эти вампиры превращаются потом в этих скелетов. Да уж так. Значит... А, нет, нет, нет. Неправильно. Сейчас. Так, я не знаю, где мой птенец. Это кукушка. Я прячу свою пищу. Это ворона, наверное, да? Меня хотят услышать заблудшие моряки. Это чайка. Ураган мне не препятствие. Это орел, наверное, да? Орел. Что, запись пошла? Так, я не знаю, где мой птенец. Это вот это. Потом, короче, я прячу свою пищу. Крик кукушки. Все, я поняла. Все. Действуем. На всякий случай эту возьму. А то вдруг сейчас опять побежит, блин. Так, герб. Погоди-ка. Куда нам надо было этот герб деть? Вон туда, на 4-й этаж, что ли. Так, тут еще на 2-м этаже есть закрытый этот проход. И библиотека там, что-то, короче, какая-то хрень. Так, вот здесь есть сейврум. Надо сохраниться.
Так, вроде на меня никто не бежит. О, сумка. Да, эти все зомби превратились в этот... Каких-то скелетов превратились. Паук пропал. Чё они все тут лежат, блин? Ой. Мгм. Блять, еще не хватало в двери застрять. Жадность. Валяется. Валяется. Блять, ты чё? Мне эти скелеты не нравятся. Почему они стали скелетами? Да, там змея мертвая лежит. А здесь был мертвый скорпион, он куда-то делся. Так, надо найти этот... На второй этаж надо, короче, спуститься. Вот сюда. Так, сейчас куда надо? А, там проход закрыт. Но нам можно попасть оттуда. Ну-ка. Сейчас. Сюда как-то, что ли. Ой, нет. Не тот проем лестничный. Что ты делаешь, малыш? Тут как будто лестница есть. Господи, как неудобно переключать. А, она ведет вниз, что ли, эта лестница? Так, а здесь же с другой стороны закрыто. А как нам... Как туда попасть? Так, надо подумать сейчас. Да это что за вечеринка? Тот, кстати, огромный этот чел, который был похож на Дракулу, напоминал чем-то тирана, такой огромный тоже. Эй. Так. Может, отсюда попасть? Оттуда. Нет. А что это за лестница? Как? Что за комната отдыха, блин?
А, может, с 3-го этажа как-то попасть туда? Вот. Отсюда вот сюда. А, вот, да, точно. Так, все. Пейджер сказал, что взятки временно хранятся под стойкой в казино. Казино, понятно. Хорошо. Казино. Блин, мне уже жутко так сейчас кажется, как будто этот чел выбежит огромный. Так, а казино где у нас было? Казино, казино. Казино, казино. О. А, нет, это... Нет, 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 это не то. Так. Казино, казино. Так, может быть здесь? Так, казино. Казино 3, блядь, 3 топора. Блин, я чё, круги навернула? Может, здесь? Или здесь? А, во. Так, и где? Опа. Чё? А. А чё, не здесь, что ли? Так, и чё? Все, это вот это было, что ли?
Ну, походу, да. Под столом же все-таки. Все. Больше ничего тут нет. Так, ну что еще у нас там? Какая дверь осталась? Вот еще какой-то герб. Ай. А, библиотека. Библиотека, там надо, короче, посмотреть. И еще, что еще. Короче, библиотеку надо. А, мы все двери открыли, оказывается. Ну да, библиотеку только осталось. Ладно, я, наверное, уже все, что я не могу уже. Не хочу библиотеку, там она такая огромная, там, наверное, будет жесткая головоломка, либо жесткий жесткий будет. Ой. Не успела переключить. Давайте, наверное, заканчивать. Что-то сегодня так получилось как-то отрывисто, что ли. Надеюсь, там на Ютубе ничего такого. Ну, вроде трансляция шла. Завтра во сколько? Завтра с 12 на работу. Но все равно пораньше лучше лягу спать. Завтра я не знаю, что насчет стрима, но я завтра этот куплю. Dead Space, и там потом посмотрим, короче. Вот. Ну, если честно, игра такая. Тягомотина, конечно. Посмотрим, что там будет с этими. Дальше с монстрами. В принципе, загадки интересные. Не слишком прям сложные. Если что, можно будет взять подсказку или пропуск. Ну, в принципе, играбельно, но не сказала бы, что прям вау. Хочу прям эту игру пройти. Вот, например, Evil Within, она меня хоть и бесила, эта игра, но я хотела ее пройти. Мне прям было интересно, что там в конце будет. Ну и там постоянно какой-то экшен, что-то там происходит все время. Здесь как-то так, не знаю. Ну, один человек делал, что я придираюсь. Не знаю, конечно, этот человек, наверное, эту игру забросил, потому что видно, что она вообще очень сырая. Что там вообще пишут-то? Хочется почитать. Ну, а так будем, конечно, играть периодически. Но лучше это в следующий стрим, наверное, будем играть Dead Space. У меня еще Evil Within, там эти остались DLC-шки. Там посмотрим. И еще я скачала Lucius. Можем еще Lucius поиграть. Мафию Definitive Edition тоже как-нибудь поиграем. Короче, много чего нам надо поиграть. Outlast еще там этот обновился, кстати. Уже вышел, кажется, из раннего доступа. И там все эти прохождения, которые у нас были, оно все скипнулось. Поэтому надо будет опять перепроходить. Вот. Ладно, всем спасибо за сегодняшние посиделки.
спасибо, что пришли. Всем спокойной ночи, сладких снов. Все, я тоже пошла спать. Все, пока-пока.